Тема сегодняшнего разговора, тема сегодняшней встречи у нас Астрахань как центр ногайского этнокультурного движения. Дело в том, что некоторые отдельные личности, наши оппоненты, пытаются внушить, что мы, ногайцы-юртовцы, как и ногайцы-карагаши, последние несколько столетий никак не были связаны, в частности, с ногайцами Северного Кавказа. И давно уже якобы интегрированы именно в татарскую нацию. И якобы наши общественные и научные деятели, как из среды юртовцев, так и карагашей, имели татарскую идентичность. Однако мы располагаем сведениями, как архивными, так и этнографическими, которые опровергают правоверность данного утверждения. Несомненно, национальность – это личный выбор каждого отдельного человека. Однако нельзя в угоду собственным желаниям искажать исторические факты и заниматься фальсификациями. В советское время нас отнесли по переписи к татарам. Это была досадная ошибка того времени. Однако нынешние власти, как региональные, так и страны в целом, позволяет нам осуществлять наше законное конституционное право выражать и возрождать свою собственную этническую идентичность. Позвольте представить мне наших сегодняшних гостей. Наш главный гость сегодня – это Аминат Хасановна Курмансиитова, кандидат исторических наук, автор монографий и статей, посвященных ногайскому этнокультурному движению начала XX века. Здравствуйте, Аминат Хасановна. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос, Аминат Хасановна. Скажите, пожалуйста, а была ли свойственна татарская идентичность нашим просветителям? Или это пропагандистский миф? Дело в том, что на наименование татары российские мусульмане вообще не реагировали, поскольку всех мусульман, в основном Российской Федерации, даже кавказские народы, называли словом татар. А вот аборигенов Казанского ханства ногайцы всегда называли казанлы. Вот так разделяя. Ногай и казанлы были. Поэтому если казанлы это татарин был, вот в современном понятии, как мы уже из школьной истории знаем с Республикой Татарстан. А так на название татар никогда не реагировали. И, конечно, нагаи всегда были нагаями. Во всех регионах проживания они имели свою, родовую принадлежность. Вот в данном случае, у вас в Нижнем Поволжье нагайцы делились на юртовских, карагашских и еще какие-то определенные племена, роды. У нас, на юге России здесь тоже каранагайцы, едисаны, жембайлук и так далее. Хованной тоже делился на какие-то определенные роды. Но этническое самосознание и давно определено, когда нагайцы создали свою государственность. Первоначально их объединил Эдге под названием Мангит-Юрта организовал. И на этой базе сформировалось нагайское государство, которое имело наименование Ногай-Орда. Именно Ногай-Орда, куда вошли юртовские и карагашские нагаи, и наши нагаи. И вот эта огромная территория от Иртыша до Дуная занимали именно нагаи. Каждый со своим родоплеменным названием. Название племен они как-то сохранили. Поэтому никогда нагайцы себя не идентифицировали с казанскими татарами или так называемыми казанлы. Поэтому и в истории, и в сказаниях казанлы у нас есть казанлы. Но только уже в советское время организовали, когда автономную область Татарстан, татарскую автономную область, постепенно, поколение наше начало их называть татарами. Даже в 50-е, 60-е годы мои родители, живущие вот здесь на Кавказе, называли
Казанла, аборигенов Казанского ханства. С татарами никогда нагайцы себя не идентифицировали. Вот ваши монографии были посвящены нашим нагайским просветителям, таким как Абдулхамид Шершембиевич Джанибеков, Басыр Абдулин и другие. Вот что вы можете сказать про вот их самоидентификацию, то есть себя никак позиционировали вообще? Вот по архивным данным, по воспоминаниям современников. Да. Хорошо. Я очень хорошо знаю потомков семьи Басыра Абдулина и семьи Абдулхамида Джанибекова. Лично с ним знакома. В 1989 году я выезжала в Астрахань, знакомилась с Софией Абдулиной. Это родная племянница Басыра Абдулина. Была у них дома, общалась. Они, из Умара, младшая сестра Софии, и сама София идентифицировали себя как нагайцы лично при моем личном общении, рассказали историю своей семьи, и о своей тете Рабие рассказали, и о Басре рассказали. Мало того, София вспоминала песню детскую, которую ей посвятил Баср, пел, и там это была нагайская старинная детская песня. Короче говоря, они считают себя нагайцами, с одной стороны. Изучая их творческое наследие, которое сохранилось и в архивах, и в библиотеках, я могу однозначно сказать, что Басыр Абдулин всю свою жизнь посвятил нагайцам. Писал на нагайском языке, издавал учебники для нагайских школ. Первые романы, повести, пьесы в советский период написал Басыр Абдулин и издал в Датгосиздате. Теперь, что касается Абдулхамида Джанибекова, он тоже издал очень много книг на нагайском языке. Он был руководителем авторской группы, которая работала над составлением по переводу арабской графики на латиницу. И он писал и учебники, и свод орфографии, и все. И когда он еще работал в нагайских аулах в 50-е годы, будучи уже в преклонном возрасте, ездил по нагайским аулам и просил сохранять нагайский язык. Вот эта трагедия, которая произошла в 20-30-е годы, связана с политикой государственного строительства в СССР. В то время при формировании советского государства СССР из РСФСР в СССР была разработана концепция. Союзной республикой могла стать только та республика, которая имеет сопредельные границы внешние с каким-то другим иностранным государством. Татарстан, несмотря на то, что имел большую территорию и большое население, по сравнению с Молдовой, скажем, да, не мог претендовать на это звание. И поэтому казанские татары ставили перед собой задачу выйти в Прикаспий, а там уже сопредельное государство с восточными странами, с Ираном. И тогда она могла получить статус союзной республики. Вот почему они вели усиленную борьбу по переписи нагайцев Нижнего Поволжья татарами, чтобы показать, что от Казани вплоть до Нижнего Поволжья занимают территорию татары. И тем более в составе ЦК ВКПБ того времени, 20-х годов, татар было достаточное количество, много. После поляков, латышей, они шли следом за ним по количеству представительства в правительстве Российской Федерации. И поэтому хотели именно получить союзную республику, потому что это другой статус и другой уровень жизни.
был обещан тогда, они получали. Но ЧК не дремлет, их упредили. Но последствия вот этой гнусной политики в жизни наших нагайцев до сих пор чувствуется. Поэтому в 20-е годы для того, чтобы провести вот эту гнусную политику, надо было убрать тех нагайских лидеров, которые смогли бы противостоять этой политике, возразить. Поэтому в первую очередь начали именно ликвидировать, вытеснять из Нижнего Поволжья, из Астрахани, в частности, всю передовую нагайскую интеллигенцию. Раскулачили Умерова, и пошло вытеснение вот семьи Алиевых. И тогда Баср Абдуллин посоветовал астраханским нагайцам по возможности выезжать в Каранагай для того, чтобы сохранить свою жизнь и уйти от этой репрессии. И семья Абдулхамида Джанибекова выехала в Ачкулак, где она жила продолжительно в Ачкулакском районе, а Баср Абдуллин со своим братом Кабиром, сестрой Рабигой и, взяв свои семьи, выехали, первоначально служили в Туркменистане, а из Туркменистана они не стали возвращаться в Астрахань, а остановились в Терекле-Мектебе. Поэтому они всегда были нагайцами, ощущали себя нагайцами, сделали большой вклад в годы культурной революции в издание нагайских книг. И когда они эти книги издавали, при формировании тиража, списка рассылка, они всегда включали Нижнее Поволжье, и дети в Астрахани и нагайских аулах в это время учились по учебникам, которые издавали Баср Абдуллин, Абдулхамид Джанибеков и другие астраханские нагайцы в Махачкале. Они за рассылкой следили, чтобы именно к их землякам учебники поступали. Аминат Хасановна, вы упомянули Умерова. Мы знаем, что Умеров, он был учеником Марджани, учился в Казани. И тем не менее, скажите мне, вот себя он как позиционировал вообще, вот Умеров? Действительно, как Умеров татарин, как нагайц или как... Да, действительно, он закончил медресе Марджани в Казани, был его последователем, преподавал там 2 года, написал его автобиографию, занимался его творчеством, чтобы увековечить его имя, он много сделал. Но все дело в том, что культура российских мусульман развивалась в едином социокультурном пространстве. И вот это прогрессивное движение джадидизма, направленное на модернизацию мусульманской школы, становление и развитие книжного дела и периодической печати, поддержал Абдрахман Умеров. Он неоднократно встречался и с Исмаилом Гаспринским, был участником мусульманских съездов, и именно он один из первых открыл в Астрахани новометодную школу, значит, Низамия, и там преподавал он по учебнику Исмаила Гаспринского, то есть ввел звуковой метод обучения, это был европейский метод, который сменил схоластический метод обучения, который был в мусульманской школе. Благодаря ему, значит, образование развилось, эти школы стали распространяться в Нижнем Поволжье. Он сделал, значит, обучение в школе и для девочек, и преподавал и в женской школе. То есть девочки, получавшие ранее образование на дому, начали учиться. Умеров оборудовал европейскую школу, там стояли столы, парты стояли, доска была, наглядные пособия висели. И дети, нагайские дети и другие дети учились вполне цивильно в хорошей школе. Аминат Хасановна, вот вы упомянули, что
частности, вот Басыр Абдуллин, Абдухамид Шишимбиев Джанибеков, значит, делали посылки вот этих книг, которые были, значит, напечатаны, в частности, вот в Махачкале, да, сюда в Астрахань, в Юртовские села и в Карабашевские. Скажите мне, а вот это была попытка наладить преподавание нагайского языка в Астрахани, да? Это не была попытка. В конце 20-х, в начале 30-х годах астраханские нагайцы в школах изучали родной язык. Потому что об этом в рассылку постепенно, что при формировании тиража учитывать потребности астраханских нагайцев, пишет и Джанибеков, пишет Джанибеков. В то же время Краяно, Северокавказское Краяно, когда формировало тираж, там считали, сколько себестоимость учебников, они все время учитывали Астраханскую область, то есть живших нагайцев в Астраханской области. Это не попытка была. Там в свое время, если посмотреть, изучить внимательно государственное строительство в 20-х годах в Астраханской области, вы обратите внимание, что там был Нагайский район в Астраханской области со всеми его атрибутами. Школой, сетью всех культурных просветительных учреждений и так далее. Поэтому вот здесь местные нагайцы, у вас очень хорошие условия, и архив хороший, я надеюсь, и библиотеки хорошие. Кто-то должен взять именно политику государственного строительства в Астраханской области и посмотреть, как там развивалась, формировалась культура нагайцев. И ее государственность, как она была представлена, и культура, и образование. Если взять 20-е и 30-е годы, вот, одному историку, то можно эту работу сделать. Ясность будет внесена. Спасибо, Алена Хасановна. Пожалуйста.